Около 1000 жителей Башкортостана оказались в странах Ближнего Востока из-за конфликта между Ираном, США и Израилем. Небо над территорией государств Персидского залива периодически закрывают. Чтобы помочь гражданам выехать, продлить проживание, предоставить ночлег и связаться с турфирмой, в республике на базе ситуационного центра организовали горячую линию. Постепенно люди возвращаются из дальнего зарубежья с помощью авиарейсов в другие российские города. Более 300 человек уже дома. Об этом и многом другом поговорим с руководителем турагентства Алсу Галиной. Алсу, здравствуйте. Здравствуйте. Алсу, расскажите, пожалуйста, свои впечатления. Вот как вы добирались до Уфы из Объединенных Арабских Эмиратов? Сколько дней вы там пробыли и какая в целом там обстановка? На самом деле, мне кажется, я была в числе счастливчиков. Тур у меня был с 22 февраля по 28. 28 как раз-таки мы должны были возвращаться в Уфу. И именно в этот день это все началось, и вместо того, чтобы нас привезти в аэропорт, нас отправили из Эмирата Дубай, где это все очень так обширно показывали в новостях, в другой Эмират, более спокойно, в Шардже. Вот. И мы там пробыли еще дополнительно до 6 марта. 6 марта нас отправили рейсом, не до Уфы, как мы планировали, а до аэропорта Домодедово. Мы добирались через Ташкент, так как авиакомпания Air Arabia, они не могли такой длинный путь проложить, и нужно было техническую остановку сделать, чтобы дозаправить самолет. И общий период нашего полета получился 9 часов, мы летели. Вот. А вот скажите, вот вам отель, соответственно, проживание, я имею в виду стоимость проживания в отеле, авиаперелет через Ташкент, это все фирма оплатила, да? На самом деле повезло тем людям, которые оформляли туром через туроператора, потому что в данном случае несет ответственность за туристов туроператор и принимающая сторона. В моем случае тоже я оформляла через свое агентство, у меня прямой договор с туроператором, и нас сразу 28 числа привезли в отель. Мы немножко, конечно, подождали, потому что должны были освободить номера, и в течение часа нас заселили и предоставили питание, трехразовое питание и жилье. То есть проблем с продлением не было, да, у вас? У меня не было, но когда я в соцсетях у себя эту проблему огласила, мне писали в комментариях туристы, у кого были много проблем с этим, даже которые через туроператоров летели. Их заставляли ожидать на ресепшенах отеля, кто-то ожидал помощь с детьми, кто с детьми отдыхает. То есть это все-таки... Я считаю, что мне повезло. Были случаи, кому приходилось ждать. Ну, там, соответственно, и в видеосоцсетях очень много было таких, когда ракетные атаки прям фиксировали многие очевидцы. И вот были ли рядом вот с вашим отелем или там поблизости в вашем вот городе, вот вы отдыхали, такие опасности? Самый сложный день для меня был это с 28 февраля по 1 марта, потому что даже при выключенном звуке телефона приходило оповещение о ракетной опасности, и такой звук был, я такой звук никогда не слышала. И потом, пообщавшись с другими туристами, выяснилось, что такое сообщение приходило только обладателям айфонов. А на Android почему-то это сообщение не приходило. То есть оно приходило периодически, и на арабском языке, и на английском языке мы через переводчик только поняли, о чем идет речь. Дребезжали окна отеля, то есть эта ночь была самая для меня страшная. А далее уже все было спокойно у меня, именно в моем Эмирате. На следующий день я когда вышла, мы слышали 10 хлопков в небе, это мы так поняли, что срабатывало ПВО, мы вышли на улицу, и недалеко от отеля, за домом, я просто это не могла увидеть, что именно горит, потом мы увидели что это торговый центр, туда попали обломки, и такой прям дым шел оттуда, то есть это вот было страшно. А в другие дни такого дыма и поблизости отеля, и в других местах я не видела. А вот помимо вас, от вашей фирмы сколько отправилось в страны Ближнего Востока на отдых, на путевки и в целом путешествия? Сейчас у меня там туристов нету, но были люди, которые из моей
моего круга общения, они сами полетели и дают мне обратную связь, которая в самом Дубае тоже остались, их не переселили в другой Эмират. Их вот сегодня в Казань привезли, вот те, кто был там. А через мое агентство, я не знаю, наверное, это на самом деле посчастливилось, но не было у меня туристов, которые в этот период полетели туда. А вот расскажите в целом, как быть путешественником, которые оказались в такой непростой ситуации, вот как вы оказались, как другие люди оказались, вот в целом, как стоит поступать? Или тем людям, которые намереваются посетить страны Ближнего Востока, им отменять тур? Или все-таки как-то нужно сделать так, чтобы туры не отменить, а перенести дату тура? Или как быть? Если уже куплен тур, был, по собственной инициативе туристу я бы не рекомендовала аннулировать тур, потому что это влечет за собой 100% штраф. У нас, когда мы заключаем договор с туроператором, они прям пишут, за сколько дней до тура, если мы аннулируем, какой процент штрафа они удерживают. То есть это фактически понесенные расходы. То есть если туроператор сам не написал то, что не состоится тур, то лучше я бы рекомендовала в таком случае туристов ожидать. Тут срабатывает другая сторона медали. Если турист готов эмоционально полететь, если все же тур состоится. То есть такое тоже может быть, то что ситуация наладится и тур состоится. Вот. Если турист хочет эмоционально дальше отдыхать, то лучше не аннулировать. Тут, конечно же, мы, как турагентство, даем право выбора туристу, и наша задача максимально информировать его. А решение, конечно же, турист принимает сам. А вот что, соответственно, вы предлагаете? Это дату тура перенести или, соответственно, там на депозит? Вот как это? Если инициатива исходит от него, то здесь будет 100% штраф. Лучше дождаться информации от туроператора. Он обычно предлагает либо тур перенести, либо говорит, у вас тур не состоится, или возврат денег можно, или на другие направления открытые сейчас, вот, например, Азия сейчас можно, да, лететь. То есть вот на это он тоже дает такое. А что вот ваши коллеги говорят? Вы же все равно общаетесь с представителями туристического сообщества. Вот, они, как говорят, люди, они перенаправляют на другие рейсы, они выбирают, допустим, Юго-Восточную Азию вместо Ближнего Востока, или наоборот, они просят возвратить денежные средства или откладывают тур, вот как они? Здесь туристы поделились на лагеря, скажем так, да. Кто-то реально возврат денег пробует через претензию составлять, а кто-то уже на перенаправление на, вот больше сейчас Китай людей заинтересовал, Таиланд, Китай, вот на это они согласны. Вот. А вот при составлении вот договора, тура и путевки, на что нужно обращать внимание человеку, когда он намеревается отправиться в ту или иную страну? Что бы вы порекомендовали, на что обращать внимание? Первое, я бы посмотрела форс-мажорные обстоятельства. Там должны прописаны быть ответственность. Кто несет ответственность за туриста. В данном случае у нас очень хорошо отработал туроператор. Он все выполнил прям по договору. Я бы рекомендовала туристам перед тем, как посещать какую-то страну, иметь финансовую какую-то подушку все-таки, чтобы не тратить в ноль. Я вот сколько туристов общалась на отдыхе, они вот даже депозиты, которые с отеля возвращают, все, они побежали в магазин и все деньги потратили. Лучше такого не делать, конечно, и иметь при себе хоть какой-то запас на всякий случай, тем более в настоящих реалиях, что у нас происходит. Да? И по договорам еще что я могу сказать, указано ли финансовое обеспечение туроператора и номера телефонов генконсульства и куда им обращаться, например. Вот у нас там есть торговый представитель Республики Башкортостан Роман Громов. Мне очень повезло, что он сам мне написал, отправил мне ссылки, написать вот анкету, форму заполнить, генконсульство встать на учет. То есть вот это нужно было сделать. В любой непонятной ситуации у нас есть консульство, можно туда обратиться. Вот. Это если в случае, если, допустим, Росавиация организует вывозные рейсы.
Да, но вот у нас даже если не вывозной Росавиации был, у нас та же авиакомпания, которая должна была вывозить, даже в этом случае лучше встать на учет, чтобы они знали, сколько граждан вообще там, потому что была неразбериха в первые дни. Отправляли не те списки. Мое имя тоже было в другом отеле в каком-то. Я писала то, что я не в этом отеле проживаю. То есть тоже, когда резко такое происходит, теряются тоже человеческий фактор, нельзя отменять. Вот. Но у нас туроператор собрал нас всех в один чат и спускал списки, кому быть готовым. Вот сегодня надо быть готовым так-то. И предупредил, чтобы мы сидели на чемоданах. Вот. И не покидали отель. Ну и как вы еще говорили, нужно сохранить деньги, потому что вот нередко бывали случаи, я тоже разговаривал с туристами, их вывозили в Москву, Казань, Екатеринбург, а оттуда уже своим счетом за свой счет до Уфы. Да, и в нашем случае тоже так же было. Мы с Домодедово сами добирались. Конечно же, туроператор нам отправил ссылку, по которой мы можем попробовать сделать возврат, но не знаю еще, как это будет ли возврат, но я попробовала. Вот. И хотела бы порекомендовать туристам, которые попали в такую ситуацию или находятся сейчас там. Я вот заметила, про эмоции, да, есть люди-паникеры, да, лучше держаться от них подальше, потому что на этом эмоциональный фон и твой, и стрессуешь, и энергия тоже сливается, и ты уже сидишь не в спокойствии, а тоже встревоженным становишься. Поэтому лучше от таких людей держаться подальше. Не обижаю никого, да, и мы создали, вот это, наверное, из древнего к нам пришло, то, что мы собираемся вместе. Вот мы, уфимцы, в нашем отеле тоже создали свой чат и уже общались непосредственно уфимцы, чтобы мы и в аэропорту Шаржи вместе держались, чтобы никто не терялся. То есть, когда мы вот так вот подошли, было как-то надежнее и спокойнее. Чувство коллективизма, да, и держать себя в руках, это самое главное в таких вот непростых ситуациях. Да. Благодарю Алсу за беседу, а я напомню, у нас в гостях была руководитель туристического агентства Алсу Галина. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.